Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рад вас приветствовать. Меня зовут Багаудин Беков. Всем большой салам, меня зовут Ева Ха. Это проект «Наши люди». Несмотря на то, что в мире происходит бог знает что, я решила не останавливать поиск людей разных профессий, но одной национальности. Сегодня я возьму интервью у Бекова Багаудина, который является мастером спорта международного класса, чемпионом и рекордсменом Азии, президентом общественного объединения «Бег», а также тренером по силовой и боевой подготовке. Дэдик Халшин Багаудин, большое спасибо, что дали согласие на интервью. Я хочу сказать, что я к спортсменам отношусь прекрасно. Для меня это люди достойные, сильные и телом, и духом. Вы как человек со знаком плюс, я хотела бы у вас узнать, как относитесь к положению в мире? То есть какие у вас чувства это вызывает? Тревогу, может быть, трагизм или интерес? Дукьяхы, хава. Ассаламу алейкум, вежери, ежери, салмош, холт масаришка. Ну, то, что касается положения в мире, то ситуация была вполне предсказуемой. По крайней мере, та модель, по которой существовало все общество, весь этот человек, он рано или поздно бы привел к этому кризису. И модель этого кризиса начала формироваться во второй половине 20 века уже. Ну, все стояло только во времени. Когда это случится? В 80-х, 90-х годах мир близко подошел к этой черте, но произошел момент, когда элиты Советского Союза сдали страну для того, чтобы влиться в так называемую мировую элиту, и тем самым, сдав все ресурсы Советского Союза, все ресурсы Восточной Европы, вообще стран, которые раньше поднялись благодаря, опять же, Союзу из глубокого колониального рабства, все эти ресурсы были отданы на откуп транснациональным компаниям. Вот. И вот этот второй свой шанс эти элиты, они также израсходовали, доведя его вот до этой точки кипения. И дальше вопрос только один. Надо менять модель. И вот меняя модель, нужно понять, да, там, в какую сторону. Ну а то, что касается вот этой ситуации, самой вот этой вот самоизоляции, в которую загоняет весь мир карантин, чрезвычайные положения, чрезвычайные ситуации и так далее, это лишь повод, который дает возможность, скажем так, урезать права людей на определенный момент. Нету никаких подтверждений, данных о том, что это действительно настолько опасно. Вот. Но с другой стороны, под это подгоняется очень жесткая статистика. Все мировые СМИ как один говорят только об одном и загоняет в стресс население, загоняет его в клетки для того, чтобы его удержать. Ну и кто-то этим пользуется как формой шантажа, кто-то этим пользуется для того, чтобы решить свои локальные вопросы. А скажите, а спорт в этом новом мире какое будет место занимать? И вообще спорт это продолжите? Современный спорт – это грандиозное шоу. И вот эта картинка в виде футбольных матчей, в виде там различных боев, там зрелищных, там по боксу, по ММА и так далее, это огромная медийная картинка, которая является грандиозным шоу. И это шоу просто отвлекает людей от насущных проблем. А вы сами как к спорту пришли? И если бы это не был бы спорт, какой бы альтернативный вариант вы выбрали? Мои родители мне не разрешали заниматься спортом. Вот, они сказали, ну, если у тебя есть время заниматься спортом, да, значит, у тебя есть время для того, чтобы еще больше заниматься работой по хозяйству, учебой. А я рвался вообще в любой спорт, вот, без разницы какой, вот, но мне очень сильно приглянулся бокс. Вот. Ну и занимался я так полуподпольно, когда сбегал после школы, там, под разными предлогами, да, там, садился там, на автобус экспресс, который меня увозил в ДСО «Трудовые резервы». Вот. Многие помнят, это остановка «Баня», там находился этот клуб, а сейчас это бойцовский клуб «Елюхан». Вот. А тогда это было ДСО, трудовые резервы, и там была секция бокса и секция борьбы.
Вот. Ну и, соответственно, я ушел в бокс. Переключившись на силовые виды спорта, я, опять же, они у меня пошли еще более активно, еще более хорошо. Тем более, что, как оказалось, что моя предрасположенность к силовым видам спорта, генетическая, она действительно была. Ну, если мы обратимся в том числе и к моей книге, вот есть, допустим, силовые тренировочные программы, она сейчас является таким своеобразным бестселлером, как методическое, учебно-методическое пособие. Многие по ней готовятся, сдавая экзамены, вот, по крайней мере в области фитнес-индустрии и частично по спорту. Я перешел в тяжелую атлетику, опять же выполнив норматив кандидата в мастера спорта, а затем в более перспективную на тот момент силовое троеборье или пауэрлифтинг. И там уже выполнил и нормативы мастера спорта международного класса, вот, стал чемпионом мира, установил 3 рекорда Азии, 11 рекордов Казахстана. Вот, а переключившись на тренерскую деятельность, воспитал 11 мастеров спорта, 3 мастеров спорта международного класса, и включая чемпиона и рекордсмена мира по пауэрлифтингу Толе Халназарова. А вы написали книгу, что вас побудило и как долго вы ее писали? То есть как был процесс вообще, как он проходил? Ну, данная книга «Силовые тренировочные программы», она вообще мыслилась достаточно давно. У меня был накоплен очень большой методический материал, и в процессе накапливания этого материала и, соответственно, по тому, как я вел, собственно, тренерскую работу, я сталкивался с огромным количеством противоречий. И эти противоречия надо было как-то в своей голове сбалансировать. Вот, выкинуть то, что не работает, оставить то, что работает, выяснить, почему и как работают определенные методики, почему не срабатывают там другие методики. То есть убрать мусор, да, и оставить только самое главное. В процессе накопления вот этого материала я столкнулся с человеком, который впоследствии стал моим учителем, который сопровождал меня в течение определенного времени. Вот, это Виктор Николаевич Силуянов, основатель нового направления в науке спортивная адаптология. Когда я с ним познакомился, он возглавлял в физтехе, в МФТИ лабораторию в Москве информационной технологии в спорте. В течение определенного времени он был куратором, в том числе и при подготовке данной книги. И после того, как я собрал весь материал, после того, как я его обработал, я начал подготовку уже к изданию собственной книги. А будут ли еще книги? Планируете писать дальше? Да, конечно, конечно. Вот у нас очень спортивные парни, мужчины. То есть они нашли себя в основном в боевых искусствах. А женщины, напротив, не реализовали себя в спорте. Скажите, с чем это связано? И я перед этим скажу то, что много женщин в хиджабе, которые существуют в таких же рамках, как и мы. Ну, условно говоря, почему наши женщины не спортивные? Ответ лежит на поверхности. Прежде всего, это наш менталитет, наши устои, наши традиции и воспитание, которое там прививается женщинам вот, на нашем уровне, оно не дает им возможности вот, двигаться в спорте. Ну, с другой стороны, ну, скажем так, я, допустим, там, вообще в принципе не являюсь поклонником, таким ярым, да, там, поклонником спорта, человеком, который считает, что это что-то главное, что это очень важное в жизни. Причем независимо от того, мужчина это или женщина, там, да, это и мужчинам особо не нужно. Да вот. что? Интересно, вы сами спортсмены и считаете, что спорт, он не нужен? Ну, скажем так, если он нужен, то только до определенного предела. А где этот предел? Ну вот если мужчина занимается спортом, да, если он занимается, то, конечно, в первую очередь он должен заниматься единоборством, потому что в нашем представлении мужчина это прежде всего защитник, вот, защитник там, своего отечества, там, своего народа, своей семьи. Вот, и поэтому единоборство это самое элементарное, да, самое доступное, с чего можно воплощать вот эту мысль саму. Вот, поэтому заниматься этим обязательно надо. И от этого избегать этого нельзя, это в первую очередь должно культивироваться. Вот. Но делать из этого самоцель,
там, стремясь там, выиграть всевозможные там, награды, чемпионаты, кубки и так далее, титулы, То есть не пояса. надо быть чемпионом, стремиться к этому? Конечно, потому что как только мы выходим за вот эти вот нормальные пределы, мы начинаем просто так же, как и в любом другом виде спорта, истощать адаптационные резервы организма. То есть к здоровью это не приводит. Помимо всевозможных травм, которые всегда сопровождают спортсмена, я еще не знаю ни одного спортсмена, который не травмировался, причем иногда очень жестко, очень серьезно. Ни одного. Ну, включает то, что я сам инвалид. Это весь позвоночник, да, там, это сплошные там протрузии, грыжи, это постоянные боли, короче, да, там, то есть я могу любую физическую деятельность начать только после долгой, тщательной разминки, вот, и несмотря на то, что, может быть, я и выгляжу спортивно, да, на самом деле там за этим фасадом, короче, там стоит огромный объем проделанной работы, с одной стороны, а с другой стороны огромное количество там всевозможных травм, растяжений, там всевозможных там просто. И они всегда сопровождают сотрясений. То есть избежать этого невозможно. А что такое мастер спорта? Да? Мастер спорта для спорта высших достижений это ни о чем. Но раз ты вышел на уровень мастера спорта, да, то ты уже потерян и для другой жизни. То есть это значит, что ты однозначно плохо учился. Вот. У тебя там будет отставание там, в других областях, да, у тебя не будет там нормальной специальности. И редко кто вот по-настоящему, да, там может перейти в другую область жизнедеятельности, да, там, выйдя на определенный уровень спорта. И что? Всем быть тренерами, а это тоже не каждому дано. Поэтому я за то, чтобы все занимались спортом, а точнее физической культурой, занимались до определенного уровня, а потом просто поддерживали свои кондиции. А к женщинам вернемся. Вот вы говорите то, что это менталитет, это вот наши традиции, то есть у спорта есть национальный взгляд. Ну, скажем так, никто же не запрещает нашим женщинам заниматься физической культурой и фитнесом. Абсолютно никто. Есть там спортивные клубы, спортивные залы. Есть даже, если кто двигается строго в религиозном направлении и, скажем так, не отклоняется от норм шариата, там, следуя там, не только духу, да, там, но и букве, да, закона, то, пожалуйста, есть даже специальные для этого залы. Халяль, спортивные залы. Даже такие есть, и никто этого не запрещает. Вот, ну, а я не говорю, я спрашиваю, с чем это связано? Вот почему женщины? Ну, это воспитание, менталитет. То есть все-таки национальный взгляд в спорте. Да, это правильно построенный там внутренний менталитет народа. Вот и все. А вот мы говорили про чемпионов, а есть такие люди, которые мечтали бы все-таки об этом, понимая, что это травмы, что это потери, но у них не получилось из-за того, что они пропустили вот время, шансы. Что вы можете посоветовать таким людям, которым не удалось стать теми, кем они мечтали? Ну, прежде всего, перестать заниматься там самобичеванием, не терзать себя там угрызениями совести там, и прочими там моральными терзаниями о том, что я бы мог и не сделал, да. Вот. Есть очень много возможностей проявить себя в другом, и, соответственно, просто нужно работать над собой. Для этого нужно просто работать над собой, и все. Вот самое главное. Не думать то, что поздно, то, что все потеряно. Да. Нет, ну для спорта, скорее всего, действительно поздно. Там же есть какие-то... И для спорта высших достижений, да, действительно потеряно, потому что современный спорт, да, это ты добьешься выдающихся успехов только если ты начал там с 10, с 12 лет. Редко, когда кто, начав позже, достигает больших высот. Такие исключения есть, но редко. А очень часто он начинается там с 5-6 лет. Причем очень многое зависит от того еще, какой вид спорта. Потому что в одних видах спорта там можно созреть и к более позднему времени. Например, циклические виды спорта, там ультрамарафоны, там сверхмарафоны и так далее, там созревают только к 40 годам. Вот. Или, допустим, силовые виды спорта, такие как пауэрлифтинг, да, силовое троеборье. То есть такие виды спорта, где идет проявление максимальной силы, там тоже к 30, к 40 годам идет только созревание настоящей силы.
3 имени Вайнаха, спортсмена, которые вызывают у вас восхищение, гордость. Ну, я не буду называть там слишком много имен. Ну вот 3. Вот. И 3 тоже не буду называть, да? И 3 Вообще тоже не будете буду называть, да. Да, потому что это обидит многих других. Их очень много, да, которые, скажем так, вызывают у меня большое уважение, потому что это и люди, и личности хорошие, и они действительно сделали очень много и для своего народа. А в чем наша уникальность? Отличие. Вообще, в целом, кавказские народы, они резко выделяются на фоне всех остальных народов. Вот. Но именно у вайнахов, вот, у ингушей, у гала есть 4 фактора, которые являются цементом, который, собственно, и резко выделяет его на фоне всех остальных. Это их, ю, ях и эзел. Главное – это не потерять себя в этом мире. А мир сейчас двигают внешние силы, разрывая его, да, на атомарные частицы. То есть они разрывают даже не просто народы, они разрывают семьи, вот, делая человека отдельным атомом, да, в бесконечном хаосе. Есть ли у нас какая-то цель, точка вот эта вот, куда мы двигаемся? Ну вот нужно понимать, да, вот, куда должен двигаться человек. Вот, задача человека на этой земле – это реализовать себя, полностью весь свой человеческий потенциал как человека, вот, и тогда он может спокойно, с чистой совестью предстать перед Всевышним. Вот. Точно так же, как и человек должен реализовать себя и народ, выдвигая там лучших своих представителей, давая им возможность максимально развиться. Вот когда народ дает развиваться своим представителям, когда внутри народа очень активно работают так называемые социальные лифты, вот такой народ будет всегда развиваться и всегда иметь перспективы в будущем. Ну и мы переходим к традиционным вопросам. Что для вас быть ингушом? Быть ингушом – это прежде всего быть человеком с большой буквы. Потому что ты должен быть не просто человеком, да, а сверхчеловеком. Вот. Быть ингушом – это значит следовать всем нашим традициям и нашим канонам, а это очень непросто. Вот. Ну, даже сам факт того, что ты стремишься им следовать, да, уже тебя очень сильно выделяет на фоне остальных. Поэтому это очень полезно быть ингушом. Оказавшись перед Климатовым, что бы вы ему сказали? Прежде всего, я бы пожелал ему успехов в его непростой работе. Как человек, который находится между молотом и наковальней. Крайне сложно. Управленческий труд на его уровне – это труд невероятно сложный. Тем более, учитывая, что он сам ингуш, вот, ему вдвойне сложнее. То есть это ингуш, который следует всем традициям и канонам нашего общества, вот, ингушского имеется в виду, гала, и при этом должен двигать прогресс в республике. Это крайне сложная вещь. И ему хочется пожелать и здоровья, и удачи, и успехов, и понимания, и чтобы вокруг него было соответствующее окружение, которое бы ему помогало работать. Баркал,